Северной Осетии члены комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили вопрос готовности теплосетей и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. Как отмечают специалисты, на сегодняшний день в соответствии с утвержденным планом тепло появилось почти во всех объектах социальной сферы. В этом отопительном сезоне удастся избежать серьезных аварий, однако возможны мелкие нарушения, такие как отсутствие тепла в отдельных котельных, прорывы сетей теплоснабжения как наружных, так и внутренних. Среди проблемных объектов котельная в Феогдоне. Жители этого села до сих пор не получили тепло. Дело в том, что у нас единственная котельная в Верхнем Феогдоне, которая обогревается, работает на мазуте. И есть проект такой, прошел, который экспертизу, что должны провести газопровод из села Унал в Верхний Феогдон. И финансирования нету. Должны были даже начать в прошлом году, в этом году, но из-за того, что у нас очень большая задолженность наших теплоснабжающих организаций за газ, более 4 миллиардов, так что «Газпром» приостановил это финансирование. Это инвестиционная программа, их проект. Поэтому надеемся, что, может быть, начало будет уже в 2015 году. С 5 ноября будущих водителей допускают к экзамену только после обучения в автошколе. Тем, кто не смог сдать с 3-го раза, придется подучиться как минимум месяц. А получить права теперь можно в ГИБДД без привязки к месту жительства. Это самые легкие изменения в процедуре получения прав. Постановление правительства о допуске к управлению автомобилем уже подписано. Оно практически полностью меняет существующую структуру. Предполагается, что скоро кандидат в водителя будет платить госпошлину не за получение водительского удостоверения, а за каждый экзамен в отдельности. Что в себя включают новые правила? Они более расширены в плане часовом обучении, в плане тематическом, то есть добавлены курсы психологии, добавлены темы по оказанию первичной помощи при пострадавшим при ДТП. Второй год в Бесланском многопрофильном медцентре проводят сложнейшие операции по исправлению деформации позвоночника. Раньше подобный диагноз звучал как приговор, однако теперь медики нашли решение. В операции принимают участие и зарубежные врачи. Среди медиков Дмитрий Кондрашов из Соединенных Штатов. Врач отметил, что уровень осетинских специалистов не уступает европейским. Позволить за свой счет такую операцию по карману далеко не всем, она обходится примерно в 500 тысяч рублей. В этом году североостинские медики выделили 5 квот. В будущем планируется эту цифру увеличить в несколько раз. Реабилитация после сложного хирургического вмешательства проходит довольно быстро. На 3-й день пациенты могут сидеть, а уже через 10 готовы к выписке. Оперативные вмешательства отрабатываются сейчас в режиме обучительном, то есть обучающей программе. То есть нам приезжают доктора, в этом году удалось анонсировать хирургов, которые приехали со Штатов и с Швейцарии. Задача не просто они делают операцию и уезжают, они на самом деле работают нашими докторами. В научном зале ЮНЕСКО Североостинского госуниверситета прошла первая международная научная конференция. Ее тема – управление качеством образовательного процесса в высшей школе в условиях реформирования. Руководители и преподаватели вузов Северного Кавказа, а также специалисты из Германии, Польши, Абхазии и Южной Осетии попытались выявить эффективные методы и формы управления образовательным процессом в современной высшей школе. Как отмечают сами эксперты, конференция должна стать площадкой для подготовки квалифицированных специалистов, а также развития международного сотрудничества в мировой научной среде. Из всех показателей эффективности работы высшего учебного заведения, безусловно, важнейшим является качество образования, которое высшее учебное заведение предоставляет.